Товарищ главнокомандующий Вооруженными силами Республики Абхазия, указанная категория военнослужащих гражданского персонала Министерства обороны Генерального штаба, приглашенные на торжественное собрание, посвященное 30-й годовщине образования Вооруженных сил Республики Абхазия, собраны. Первый заместитель министра обороны генерал-полковник Свижба. Государственный флаг Республики Абхазия, знамя Министерства обороны внести. Торжественное собрание, посвященное 30-й годовщине образования Вооруженных сил Республики Абхазия, объявляется открытым. Прошу садиться. Слово для доклада предоставляется министру обороны Республики Абхазия, герою Абхазии, генерал-полковнику Анва Владимиру Ивановичу. Товарищ главнокомандующий, товарищи солдаты, сержанты, старшины, прапорщики, офицеры, генералы, уважаемые гости, сегодня мы, как и вся наша Родина, празднуем День Вооруженных сил. Этот день по праву считается днем памяти мужества и героизма всех поколений защитников Отечества. В этот знаменательный день здесь среди участников торжественного собрания, руководство республики, представители общественности, военачальники, участники Отечественной войны, народа Абхазии, военнослужащие, молодые воины, только что вступившие на почетный путь служения Родине. Многие из присутствующих здесь несли большой личный вклад в укрепление обороноспособности республики, имеют самое непосредственное отношение к нашей армии. Становление абхазской армии берет истоки сформирования отдельного полка внутренних войск, еще полностью не закончив его формирование, как 14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии вторглись на территорию Республики Абхазия. Началась Отечественная война народа Абхазии против грузинских оккупантов. 18 августа 1992 года Президиум Верховного Совета Республики Абхазия принял указ о создании Государственного комитета обороны, в руках которого сосредоточилась вся полнота власти по обороне республики. В ответ на реальную угрозу истребления абхазского этноса на его защиту поднялись братские народы Северного Кавказа. Для оказания нам помощи в Абхазию стали прибывать казаки юга России, добровольцы из ближнего зарубежья, из России, представители зарубежной диаспоры Турции, Сирии, Иордании.
К этому времени восточная часть Абхазии оказалась отрезанной от основной части республики. Однако ее доблестные сыны сумели оказать содействие сопротивления превосходящей силы агрессора и не дали оккупировать город Порчал и его окрестности. Стихийно создаваемые вооруженные группы восточной части Абхазии постепенно стали объединяться. Шло формирование Коммунистического фронта и Гагаринского оборонительного рубежа. 1 октября 1992 года абхазские вооруженные формирования вместе с отрядами добровольцев перешли в наступление на Гагаринском оборонительном рубеже и 5 октября освободили город Гагару, 6 октября всю северную и западную часть Абхазии. После освобождения Гагаринского района противник усилил военную группировку в Сухумском направлении. В целях оперативного управления войсками было создано Министерство обороны и Генерального штаба. 8 января 1993 года Президиум Верховного Совета принял постановление о назначении председателя Верховного Совета Владислава Григорьевича Ардзинова главнокомандующим вооруженными силами Республики Абхазия. Параллельно с созданием структуры управления Минобороны шел процесс создания вида вооруженных сил рядов войск специальных войск. В Восточной Абхазии также происходило прирастание партизанского движения в организационно-вооруженные силы. Создавалось полки и отдельные батальоны в состав Восточного фронта, командующим который был назначен Мераб Кишмари. Все это стало возможным во многом благодаря усилиям кадрового офицера, имевшего за плечами боевой опыт. Впереди ожидался ряд ответственных наступательных операций: Чемчирская, Первая, Шромская, Качарская, Январская, Мартовские наступления на Сухум. В июле 1993 года была успешно проведена наступательная операция высадки в район Тамиша морского десанта из Гудауты. Десант совместно с частями Восточного фронта взял под контроль части стратегической трассы Чемчира-Сухум, лишив противника возможности перебрасывать свежие силы на главные направления. Тем временем войска Коммунистического фронта на левом фронте нанесли мощный удар по противнику. На правом же фланге Коммунистического фронта был нанесен отвлекающий удар. В результате прорыва обороны противника были освобождены населенные пункты Кума, Ахалшени, Каман, Сухумкес, Шрома, Хабью. Захвачен ряд стратегических высот на Восточном фронте. 16 сентября 1993 года началось наступление абхазской армии на всех участках фронта. 27 сентября освобождена столица Абхазии, город Сухум. 29 сентября на Кадорском мосту произошла историческая встреча Восточного коммунистического фронта. 30 сентября 1993 года абхазская армия вышла на реку Ингур. Наступила долгожданная победа. Светлую благодарность память храним мы о выдающейся сынях Абхазии, основоположнике современного абхазского государства, первым президентом, главнокомандующим вооруженными силами освободительной войны Владислава Григорьевича Ардзинова. Мы бережно храним память о втором президенте, главнокомандующем вооруженными силами Абхазии Сергея Васильевича Багар, под руководством которого в 2008 году враг был изгнан с последнего плацдарма верхней части Кадорского ущелья. И таким образом территориальная целостность абхазского государства была восстановлена, и его независимость международного признания. В летопись Отечественной войны вписаны имена прославленных командиров: Владимира Аршева, Султана Слонева, Сергея Тбар, Мушни Хварских, Фридона Авицба, Геннадия Олега Чанба, Владимира Анцупова, Геннадия Карданова, Даурия Аслана Зантария, Ислам Желя, Тимрабулата Ахмадова и многие другие. Не могу не вспомнить достойных сынов Отечества, защищая Родину погибших в послевоенный период. Среди них Тинвар Асланди, Даурий Важа Ашубай, Гена Лагула и многие другие военнослужащие, резервисты, сотрудники службы безопасности, Министерства внутренних дел, Таможенного комитета и других силовых структур. Ярким примером мужества и отвагу будет служить грядущим поколениям героические подвиги, совершенные защитниками Абхазии. Можно привести множество примеров наших достижений за прошлый период. Можно много говорить о том,
какие новые горизонты и возможности открылись перед нами благодаря независимости. Но есть одно значение, которое ничем не измерить и трудно переоценить. Это память о тех, кто сложил головы в полях сражений, кто отдал самое дорогое свою жизнь во имя победы. Они будут жить в наших сердцах. Их имена будут вписаны в летопись нашей независимости Родины. Вечная слава героям. Предлагаю почтить их светлую память минуты молчания. Уважаемые товарищи, наш священный долг и честь всего помнить и отдавать день уважения самоотверженности наших предков, отцов и дедов, переживших сложные времена и немало трудностей и испытаний, пожертвовавших собой во имя свободы отчизны, берегавших ее для нынешних поколений. Послевоенный период руководства страны в лице главнокомандующих вооруженными силами, среди которых Владислав Григорьевич Антонов, Сергей Васильевич Багапш, Александр Золотынский Шенков, Рауль Джункович Хаченко, оказывали всяческую поддержку Министерства обороны, уделяли пристальное внимание повышению материально-технического состояния вооруженных сил. И сегодня президент правительства республики уделяет постоянное внимание совершенствованию обороноспособности наших вооруженных сил. В разные периоды времени Министерство обороны возглавляли высококвалифицированные военачальники: Владимир Ашба, Султан Сослонеев, Владимир Мканба, Рауль Хаченко, Вячеслав Ешпан, Мираб Кишмария. Каждый из них внес весомый вклад в укрепление обороноспособности страны. В нашей армии сегодня немало воинов и командиров, кто прошел дорогами войны. Они своими ратными делами примножают силу вооруженных сил и пониманием относятся к существующим трудностям. Высоким остается моральный дух нашей армии. И это во многом благодаря усилиям молодых командиров, отличников боевой подготовки. Министерство обороны искренне признательно вам, товарищи офицеры, за то, что с честью и достоинством несете нелегкую службу, обеспечиваете обучение личного состава, поддерживаете обороноспособность государства. Уважаемые товарищи, военнослужащие вооруженных сил выполняют боевые задачи по охране мира и покоя, показывая высокий профессионализм. Армия, вооруженные силы государства предназначены для защиты государства от вооруженной агрессии. Основой военно-стратегического вооруженных сил Абхазии всегда была принцип оборонной достаточности. В соответствии с этим проводятся различные сборы, тренировки, учения, в том числе и совместные подразделения, дружественные нам Российской Федерации. Среди приоритетов нашего международного военного сотрудничества особое место занимает Российская Федерация, наш стратегический партнер и союзник. Мы намерены совершенствовать, развивать систему взаимодействия с частями подразделений вооруженных сил Российской Федерации, улучшать качество проведения занятий по предметам боевой подготовки. В вооруженных силах уже предприняты практические шаги по формированию профессиональной армии. В частях и соединениях идет целенаправленная работа по реализации указания главнокомандующего. К сегодняшнему дню в вооруженных силах значительно увеличилось качество офицеров с высшим военным образованием, многие из которых окончили военные учебные заведения Российской Федерации. Нам коренным образом пересмотрены в вопросе оперативной и боевой подготовки. В ходе учения отрабатываются вопросы организации взаимодействия между вооруженными силами и другими воинскими формированиями. Усилена работа по повышению военно-технического потенциала вооруженных сил. Приоритетная задача местных органов военного управления – это прежде всего повышение уровня призыва и поставки мобилизационных ресурсов, отработка вопросов территориальной обороны, отбор кандидатов в высшие военные учебные заведения, военнообязанных на службу по контракту и призывников на срочную службу, соблюдение дисциплины, строгого выполнения воинских уставов. Развитие вооруженных сил основывается на оценках военно-политической ситуации в мире. В моменты самых суровых испытаний мы всегда оставались преданными идее независимости, ставили интересы Абхазии превыше всего, не свернули с избранного пути и убежден, никогда не свернем.
праздником вас, дорогие товарищи! Слово для поздравления предоставляется президенту Республики Абхазия, главнокомандующему Вооруженными силами Республики Абхазия Жане Аслану Георгиевичу. Товарищи военнослужащие, ветераны Вооруженных сил Республики Абхазия, поздравляю вас с 30-й годовщиной создания Вооруженных сил Республики Абхазия. Наш народ гордится вооруженными силами, которые формировались в самое тяжелое для страны время, в период Отечественной войны народа Абхазии. 11 октября 1992 года председатель Верховного Совета Республики Абхазия, выдающийся лидер нашего народа Владислав Ардзенбо подписал постановление Президиума Верховного Совета Республики Абхазия о создании Министерства обороны Республики Абхазия, о создании Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия, о Вооруженных силах Республики Абхазия. Исполняющим обязанности министра обороны был назначен полковник Владимир Аршба, начальником Генерального штаба Вооруженных сил полковник Султан Сосналиев. Значимость принятых решений невозможно переоценить. Имена тех, кто стоял у истоков создания министерства и генштаба, прославленных командиров, ратные подвиги защитников Отечества навсегда вписаны золотыми буквами в историю нашей страны. В этот знаменательный для всего народа день особые слова благодарности хотел бы выразить ветеранам вооруженных сил за проявленные подвиги и храбрость во имя священной победы. Вы самоотверженно стояли на страже суверенитета государства и в сложный период после войны. Мы чтим светлую память тех, кто отдал самое главное в своей жизни, был верен присяге, они всегда будут живы в памяти народа. Нынешнее поколение военнослужащих продолжает славные традиции старшего поколения, поколения победителей. Сегодня вооруженные силы Республики Абхазия являются защитниками мира, независимости и территориальной целостности Республики Абхазия. Хотел бы отметить, что государство и впредь будет уделять постоянное внимание совершенствованию, укреплению материально-технической базы вооруженных сил, учитывая сложность современной геополитической обстановки. Товарищи военнослужащие, ветераны вооруженных сил, в этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго. Слово для оглашения указа президента Республики Абхазия предоставляется руководителю администрации президента Нанба Джансуху Эдуардовичу. Указ. Присвоить подполковнику Джорджу Орланду Владимировичу, начальнику управления боевой морально-психологической подготовки аппарата первого заместителя министра обороны Республики Абхазия очередное воинское звание полковник. Президент Аслан Джанин. Поздравляю вас. Указ. Присвоить подполковнику Хашик Фанарбию Ивановичу, командиру авиационной группы Министерства обороны Республики Абхазия, очередное воинское звание полковник. Президент Аслан Джанин. Поздравляю вас. Слово для зачитки приказа министра обороны предоставляется начальнику управления кадров Министерства обороны майору Купалба.
Приказ министра обороны Республики Абхазия номер 346 от 11 октября 2022 года. Вознаменование 30-й годовщины со дня образования Министерства обороны Республики Абхазия наградить медалью 30 лет Министерства обороны Республики Абхазия посмертно Арзымба Владислава Григорьевича, Агапш Сергея Васильевича, Аршба Владимира Георгиевича, Сосналиева Султана Асламбековича, Бар Сергея Платоновича, Агарба Гиви Камуговича, Микамба Владимира Тачевича, Асланзе Динвара Львовича, Приказ министра обороны номер 345 от 11 октября 2022 года. Вознаменование 30-й годовщины со дня образования Министерства обороны Республики Абхазия наградить медалью 30 лет Министерства обороны Республики Абхазия Жани Аслана Георгиевича, Шамба Сергея Мироновича, Аплия Виссариона, Кишмария Мираба Борисовича, Эшба Вячеслава Ахметовича, Какаля Виктора Шаликовича, Айба Алика Самсоновича, Допуа Гурама Ханеловича, Цукба Вахтанга Закановича, Купалба Гарри Сергеевича, Нанба Заканбея Владимировича, министр обороны Республики Абхазия генерал-полковник Анова. Приказ первого заместителя министра обороны Республики Абхазия номер 347 от 11 октября 2022 года. Вознаменование 30-й годовщины со дня образования Министерства обороны Республики Абхазия наградить медалью 30 лет Министерства обороны Республики Абхазия генерал-полковника Анова Владимира Ивановича. Первый заместитель министра обороны Республики Абхазия генерал-полковник Цвижба. Торжественное собрание, посвященное 30-й годовщине образования Вооруженных сил Республики Абхазия, объявляется закрытым.
государственный флаг Республики Абхазия, знамя Министерства обороны вынести.